Жанымдағы моң шишмәсе ташып тора, жырға мыңа сусағанны дәшіп тора. Аның хорында 30 кішіден 25-і башқа милләт вәкилләре. Улаларны да дөрес итеп татарча жырларға өйрәткән. Коллективы бір вакытта да гастрольләрдән кайтып керми. Башта якын тирәләрдә генә йөрсәләр, хәзер аларның чит илдә дә үз тамашачылары бар. Җитәкченең хыялы хор жырларында тамашачының әттәгидер геннәем сыман яратып кабул итүләре. Чынлап та үзенең бар язмышын хор сәнгатенә багышлаган дирижер ханым бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачармы, хөрмәтле хәрмистер? Хәзер беләбез, әйдәгез, тәкъдим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залына рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта Татарстан дәүләт камера хоры җитәкчесе, әле күптән түгел генә Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исемне алган Миләүшә Әмир кызы Тәминдарова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Исәнмесез, дуслар, исәнмесез. Без инде тамашачыларны да Миләүшә ханым таныштырып куйык. Мин сезгә бүген сорауларны татар телендә бирәчәкмен, сез миңа инде урыс телендә кайтарачаксыз. Сразу приношу свои извинения вашей глубоко татароязычной публике, потому что ваш канал, конечно, глубоко национальный по своей сути. И я приношу всем вашим зрителям и свои извинения, что не могу по-татарски это интервью, поскольку не могу, для меня все-таки трудно быть свободной и все свои прочувственные мысли выразить на татарском языке, поэтому уж, простите меня, ради бога, буду говорить по-русски с вами. Әлбәттә, гафу итәрбез. Миләүшә ханым, татар телен белмәүдән сезгә кыенлыклар зурмы бүгенге Казан дөньясында? Бик зур. Бик шитен ул. Әти белән әни телләрне вата-вата инде урысча сөйләштеләр. Поскольку мама была педагогом русской словесности, и благодаря, она выдающийся педагог, моя мама была, преподавала она в 80-й школе, это татарская национальная, Мектеп. И у нее очень многие прославленные наши деятели культуры познавали русский язык. Как-то Ренат Харис, Рената бы сказал мне: Миләүшә, благодаря Таграпа я так хорошо знаю русский язык. Но вот у меня есть обида не на родителей, конечно, которые хорошо говорили по-татарски, и, в принципе, огромное количество деятелей культуры дружили, сидели в наших застольях, принимали участие. У меня обида немножко к школе. Когда я пришла в школу, зная хорошо татарский язык, вдруг соседский противный мальчишка мне сказал: у татарка из 31-го трампарка. Не знаю почему, но вот эта вот первоклассница, мне он это сказал, и я мгновенно за одну секунду начала стесняться того, что я татарка. И потом, когда я училась уже в консерватории, я помню, как Рагде Фатыхович, декан нашего факультета, и он приходил на концерт, и он мне говорил: так, Миләүшә, ты в своем концерте спела классики из 15 произведений, ты спела 12 произведений европейской и русской классики, и всего лишь 3 номера ты спела на татарском языке. Я возмущена была крайне, я была молодая, глупая, дерзкая, и говорила: боже мой, что это за статистика, как я могу свой духовный порыв подчинять какой-то статистике. Сейчас я понимаю, какая я была глупая, ограниченная, и что он молодец, спасибо Рагде Фатыховичу, что он хотя бы таким насильственным путем, но заставлял меня обращаться к татарскому слову, к татарской орфоэпии и к татарской классике. И вообще я считаю, что многие правильные вещи в татарском искусстве должны насаждаться насильственно. Это говорю вам я, Миләүшә Тәминдарова, славящаяся своей свободолюбивостью, отсутствием штампов, форматов. Поэтому я начала эту передачу со своих извинений. И делаю это очень искренне, как стараюсь делать все в этой жизни. Безнең каналның да концепциясы ул, Миләүшә ханым, шундый: дөньяның төрле җирләрендә яшәгән татар кешесенә татар музыка сәнгатенә шумарга ирек бирә. Әлбәттә, инде сезне дә ул музыка дөньясына бик кызык юллар
алып килгән. Без шул юлның башын белергә теләр идек. Миләүшә Тәминдарованың музыка белән танышу юлы кайдан һәм ничек башланды? Ну, как можно сказать, что мин таныштым с возможностью дышать. Мы с воздухом не знакомимся, ведь правильно? С вдохом. Он у нас на уровне рефлекса возникает. Вот так музыка возникла в моей жизни на уровне рефлекса. Я не понимаю, что такое жить без музыки. Если твоя мама является первой исполнительницей песни Джавдет Файзи, и в компании для Джавдет Файзи «Крошка, доченька моя». Вот эту песню мама спела впервые, Джавдет Файзи принес эту песню, и она, ну, мне она во всяком случае так говорила, что она якобы является первым таким исполнителем вот этой песни. Мама у меня очень красиво пела. Дед был, он все время приходил, жил он в каморке. То есть у него он никогда не видел пространства. И поэтому, когда он приходил в нашу квартиру, которая находилась на 4-м этаже, он всегда вставал к окну, вот так лбом прижимался и начинал петь. Сам для себя. Ему не нужна была публика. Он для себя. И я всегда, ну, я с этим выросла. Мне казалось, что это норма, что так люди живут. Все. То есть это всегда песня, это всегда застолье. Я в музыкальную школу, когда пошла, всегда, как бы народ не собирался, как бы не хотели кушать или выпить, папа говорил, сейчас будет концерт Миляуши. Миляуша, играй. Сначала я играла ригадоны, потом я объединила своих сестер в ансамбль, и мы на 3 голоса начинали Миляуша, дрозды. И я начинала играть на пианино, и уже вот с этого детства у меня было желание всегда на 3 голоса. Второй голос перестроить. Так, ты поешь вот это, ты поешь вот это. Откуда это? Я не могу сказать. То есть сознательно. Я сейчас буду дирижером, хоровиком. У меня этого не было никогда. Я в этом никогда не сомневалась. Поэтому в 3-м классе я собрала в классе девчонок. Одна у меня была в музыкалке, которая на Домре училась, девчонка. И я тогда была модная группа Саймон и Гарфункл. Да, Эль Кандор Пассап, это песня. Я говорю, так, ты на мандолине мне будешь изображать, значит, перуанский этот инструмент, будешь здесь, значит, сидеть, мне трели выдавать. Я на пианино, ты 2-й голос, ты 3. Я все время хотела создать ансамбль. Мне все время нужно было многоголосие какое-то, чтобы мне кто-то подпевал. И вот это конструировать какой-то ансамбль для меня слаще не было игры. Менә хор турында сөйләшеп китик әле, Миләүшә ханым. Хорыгызда бүгенге көндә ялгышмасам 30 кеше бар. Әлбәттә инде аларның 25-е башка милләт вәкилләре, 34 булды инде. Бик әйбәт, 34. Бу инде бик зур шундый механизм дип әйтик, бик зур шундый уя, һәм аның белән әлбәттә җитәкләү бик кыендыр. Әлбәттә әле моңа тагын өстәле оркестр, кораллар һәм тагын да ешайып китә сурәт. Сезгә зур коллектив белән идарә итү катлаулымы? Для меня это счастье. Бәхет. Менә бит, нинди җавап. Искиткеч бәхет. Почему? Я, вот видите, игра судьбы. Я руковожу государственным камерным хором. Мне вот не нравится это слово «камерный». Я камерное люблю как вид искусства, понимаете? Это для меня камерное это что-то интимное, сакральное. Но я человек площадного искусства. Моя мечта, я на каждом концерте ее озвучиваю. Я мечтаю 45 тысяч человек, Казань-арена, поющих людей. Потому что мое глубокое убеждение, почему мне и не трудно объединять, какое бы количество людей ни было. Это площадь, Ярмарочная площадь на 9 мая, это большой концертный зал. Мне разницы никакой нет. Чем до большего количества людей я донесу свою, точно я знаю, искренность, свою, точно я знаю правду, мою правду, что поющий человек – это счастье. Что поющий человек не может быть подонком. Что поющий человек не может быть
негармоничным человеком. Я вот их сразу вижу. Вот кто-то хотел, но нет, как он будет со стороны звать? Нет, нет. И все-таки к концу он запевает. Я их всех вижу, понимаете? Я вижу, кто человек. Открыл сразу, он готов со мной, понимаете, в любую компанию. А второй, вот держится за свой комплекс. А что они, а вдруг со стороны кто-то о нем подумает? Что он как дурак-то? Вот эта фраза, что я как дурак-то, делает нас именно дураками. Понимаете? В этот момент, как только тебя эта мысль посещает, что я как дурак-то? В этот именно момент ты становишься тем самым дураком, которого ты боишься. Потому что, когда человек раскован, свободен, поет, свободно сидит, свободно дышит, понимаете? Ну, это и есть свобода, это и есть марш энтузиастов, это и есть в буднях великих строек, это и есть широка страна моя родная. Ну, люди же не после партсъезда это пели. А потому что они чувствовали, потому что они мышечно были свободны, они дышали спокойно, они понимали, что их окружает мир возможностей. Мы можем сколько угодно с исторической точки зрения ругать эпоху, но не видеть, что это свободные люди пели. Sizin хорыгыз татар җырлары һәм татар сәнгате шедеврлары саналган җырлар янәшәсендә дөньяның танылган җырларын да янәшә куеп башкара. Әйтегез әле, татар җырыннан дөньяви шедевр ясау эше җиңелме ул? Если любишь. У нас очень много людей, которые просто любят петь, не задумываясь о самом процессе. Вот откуда она началась, эта татарская песня, как она должна развиваться, как татары будут петь через 10 лет. У нас мало людей на эстраде, кто задумывался бы об этом. Ну, я не знаю, либо они мне не встречались. Талантов огромное количество, а мыслящих людей мало. Мыслящих именно в стратегическом поле. Вот я очень часто, как руководитель коллектива, я не могу просто любить мотор жердайында, жырлы гали дуслар. Ну, то есть, это не мой путь. Я понимаю, что я должна сейчас, откуда вышла эта татарская песня, чем она обогатилась. Сегодняшнее время, вот в Карнеги-холл, допустим, наши едут, и я понимаю, я вот сажусь в кожу какого-нибудь афроамериканца, который вырос в культуре Уитни Хьюстон, Сара Вон, Армстронга, да, и хочет, что ли, он, ну, скажем так, ну, похуже Армстронга что-нибудь слушать. А зачем? Ну, зачем? Все равно, что мне приехал бы, например, Стиви Вандер и пытался татарскую песню спеть, как Ильхам Шакиров. Ну, это же как один цирковой номер, я бы поаплодировал. Ой, как круто, Стиви Вандер поет татарскую песню. Но если бы он мне предложил это как вид искусства, что он приезжает и дает концерт татарской музыки. Зачем? У меня есть Ильхам Шакиров, который шикарно это поет. Ну, жаган мя киряк. Искусство для меня понятие трансцендентное. За гранью понимания, выше, чем человеческое понимание. Вот искусство, которое я понимаю, что я сейчас, я маленько порепетирую, понимаешь, и так же станцевать могу, оно для меня не является искусством. Искусство для меня – это Моисеев. Как они, это не люди делают, понимаете? Это невозможно, чтобы человек это делал. Вот что для меня искусство. Вот когда я слышу Алмаз Хусаинова, я не понимаю, как он это поет. Я не понимаю, как он это делает, но я очень хорошо хочу понимать. Ага, техника. Вот башкирский мелизм, татарский мелизм гортанный, башкирский мелизм более небный. Это касается техники вокала. Я не знаю, кто-нибудь задумал. Я задумалась. Вот я начала сейчас записывать альбом татарской музыки. Антологию. Для меня это беспрецедентное явление. Я не знаю, как для вас. Можете вы скажете, что это, как сказать, очередная самореклама. Меня многие упрекают в этом. Но я сейчас рекламирую вот совершенно не свой труд и не свой талант. А я рекламирую музыку, которую мы не знаем. Если вы в свою передачу сможете включить одну из первых партитур Султана Габаши, которая написана под названием «Кишка Азан», которая написана на стихи Габдуллы Тукая. Если кто-нибудь не читал этого стихотворения Габдуллы Тукая, я вас просто призываю, если вы хотите быть патриотами и гражданами Татарстана, прочитайте стихотворение «Кишка Азан».
где в каждом... Оно в 906 году было написано на событии 905 года. Понятно. Где говорится с такой болью, с такой кровью о потере государственности, что мы потеряли Каябыздың, Сембика, Чингисхан, Түркістан, Астрахань, Даулет біздің. Понимаете, это такие пронзительные, потрясающие, наполненные болью стихи с просто какой-то невероятной гражданской позиции. Вот мы же говорим, гражданская, вот она гражданская позиция. Демек, шулай да татар жырының негізіне түсінерге керек бірінші ратта. Анна шедевр ясау үшін. Шедевр ясау. Ярату, негізіне түсіну. Мен екі сырны аңладым. Танылған коллегағызның сөзлері білән давам етесім келе тапшыруны. Сәхнәдә эшләү импровизацияға яңа бейіклік. Танылған дирижер, Грэмми бүләгі иесі Юрий Башмет. Хор музыкасында импровизацияға урын бармы, Миләүшә ханым? Сәхнәдә ешқына импровизация эшләп чыгарга туры киләме, әллә хорда ул була алмыймы? Вы такие отличные вопросы приготовили мне, потому что это наполненность моих мыслей. Всю жизнь я мечтала, чтобы у меня был коллектив, который как самовоспроизводящаяся машина. Понимаешь? Сам себя размножал. Каждый артист – это эгоист, это человек, который зациклен на себе, на своем таланте. Но есть два типа, который хочет рядом иметь и царствовать, и властвовать. Вот я не из тех. Я принадлежу ко второму, на мой взгляд, более корыстному типу эгоистов, потому что я знаю, что в таланте людей, которые меня окружают, размножается мой талант в геометрической прогрессии. Не я сама шикарно пою на фоне своих артистов или шикарно дирижирую, что-то там хожу, да? Это можно же как отдельно, это любой дурак может, в общем-то. Понимаете? А вот воспитать людей, когда ты вдруг на концерте вот так вот остановилась и заслушалась, что говорит твой ведущий, которого я никогда не курирую. Мы с ним только договариваемся, ну, здесь, пожалуй, вот сюда повернем, здесь я возьму слово. Я никогда не знаю, что говорит мой ведущий Нияз Ярулин. Шикарный парень, к сожалению, недоученный в консерватории. Но шикарный специалист, который делает все наши аранжировки, который пишет все для нас, понимаете, который владеет вот этим жанром высказывать эмоциональные мысли, который меня с полуслова понимает. И я всегда вот так остановлюсь на концерте и думаю, какие интересные вещи он рассказывает. Для меня просто находка. Вот чем отличается, наверное, наш коллектив от других остальных, мы очень полижанровые. Мы пытаемся вот в этот жанр другого искусства попасть с суммой соответственных ему технических приемов. Вот сейчас я тебе, чтобы понятно было, расскажу. Вот, например, есть такой фильм «Курьер», и там Чурикова поет «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе», и все сразу начинают смеяться. Правильно? Почему это вызывает смех? Потому что земля в иллюминаторе, понимаешь, там определенное количество, определенное, скажем так, набор резонаторов, работа дыхания, работа мышечная, костно-мышечная, соответственно, организация ритма. И когда мы несоответствующие приемы переносим в другую музыку, ну, например, вот почему я всегда возражаю, когда наши татарские певцы начинают вместо мелизма татарского петь мелизм стиля соул. Это очень... И там мелизматика есть. То есть Стиви Вандер, в принципе, молодежься, потому что он тоже, у него мелизмов полно. Я считаю, что это мелизматика. Организованная мелизматика, понимаете, красивая и убедительно поданная. Дело в том, что татарская мелизматика задействует сердечные, потому что татарская музыка, она по своей сути целомудренна. Когда ты говоришь «сердечная», это где ты? Вот какую область своего тела ты задействуешь?
Это грудная клетка, это сердечные чакры, это голова, это улыбка, оскал. Теперь негритянская музыка, которая стиль сол, он идет от госпела, спиричуал, от афроамериканской музыки. Афроамериканская музыка. С какой частью тела? Теперь представь. Ну, это невозможно слушать. Понимаете, почему так противно нам становится, когда татарскую музыку начинают негритянскими резонаторами? Это чужеродно, это фальшь, как земля в иллюминаторе, понимаете? Это фальшь. Это неправда, и поэтому нам, татарам, это вообще неохота слушать. Ребята, не ходите туда в стиль сол. Зачем? У вас есть... Яңа яңгырашта диләр татар җырын. Бу яңа яңгыраш буламы? Юк. А не хотите старым яңгырашем все-таки заняться сначала вплотную? Я уверена, голову на отсечение даю. И если бы выходил в Карнеги-холл, вышел наш Алмаз Хусаинов и завернул получасовой мелизм, понимаешь, когда не понимаешь, как у него хватает дыхания. Как он это интонирует, как у него одно слово в башкирской песне длится, понимаете, 1,5 минуты. Как он это делает? Это трансцендентно. Это вот то, о чем я говорю. Я хочу искусство, я так не могу. Я так никогда не смогу. Понимаете? А когда... Я так тоже смогу, понимаете? Зачем оно искусство? Зачем оно мне, уличное искусство? Ну, оно уличное, оно, наверное, отвечает каким-то своим замыслам. Но на высокой эстраде зачем? Шулай. Менә сез бит инде дирижер һәм хормейстер. Бу инде бик бай һәм сирах һөнәрләрнең берсе. Әле беләбез сезнең бик танылган җырчы булганыгызны да, бу турыда әңгәмәбезнең икенче өлешендә тукталып узарбыз. Ни өчен шулай да дирижерлык һәм хормейстерлык эшчәнлеге, мисал өчен башкару түгел? Опять же корысть. Шулаймы? Да. Шуннан килә. Опять же корысть. Потому что я всегда академическому, особенно певцу, я считаю, что это самый сложный труд в мире. Он связан с твоей физикой, с состоянием, с твоими внутренними силами. Каждый певец академического жанра, который поет партии в опере или там кантатно-риториальный жанр, это для меня вот тождественно тяжело атлету. У тебя в идеальном состоянии должно быть тело, здоровье, дыхание, выносливость. Понимаете, для того, чтобы эти звуки пробить, эти залы, техника смешанного звука, она самая трудная, потому что когда мы поем народную песню или джаз, мы все в примарной зоне, а для того, чтобы... Примарная зона — это та разговорная зона, в которой мы с тобой разговариваем, понимаешь? А если туда выходить, понимаешь, представляешь, сколько я подключила всего для того, чтобы вот, ну, выйти вот в эти высокие ноты. Конечно, обязательно. Я вот огромную благодарность выражаю нашему педагогу по вокалу, который Венере Федотовой, потому что она нас всех привела в осознание именно вокальной техники. Через что? Вот ты 1000 раз певцу скажи: ой, спой вот красиво, вот спой, вот здесь, вот округли, вот пока ты точно не скажешь, где, какие точки укрепить, какое ребро нижнее, какая стопа, как стопа выстраивается. Вот нога, вот правильно ты сказал, с ног до головы? Вот нога, плоскостопие. Она вот иногда приходит певица, она говорит: у вас не плоскостопие? По голосу она слышит, что у человека плоскостопие. С плоской стопой я пою или с высоким подъемом я пою. Вопрос в том, что вот эта стопа и свод стопы напрямую зеркально связаны с нашей гортанью. И когда высокий подъем стопы, автоматически у тебя выстраивается небо, которое нам нужно для постановки певческого дыхания и высокой певческой позиции. Татар хоры өлкәсендә дә, гомумән дөньяда хәзер конвергенция сүзе төшенчәсе бик популяр. Миләүшә ханым, ул инде татарчага тәрҗемә итсә, кушылма сыманрак килеп чыга инде.
Шынлап та татар жыр сәнгать өлкәсендә шушы конвергенцияны сез бүгенге дөньяда ничек күрәсез? Впервые услышанное от вас слово конвергенция, я так понимаю, что это яңа төшенчә дип әйтик. объединение, когда разные виды искусств, вероятно, все-таки объединяются в одну какую-то большую идею. И я очень люблю совмещать что-то в жизни. Вообще я такой, видать, у меня внутри какой-то джазмен какой-то такой сидит, который, как сказать, объединяет жанры, поэтому всегда наши выступления полижанровые. И у нас был даже целый проект. Беру Яхина, я люблю Яхина. Ну, Яхина, какой татарин не любит Яхина. Әлбәттә, дахи композитор сүзе. В душе весна. Произведение, которое мне очень нравится. И абсолютно тут же я нахожу революционный этюд Шопена. Тут же я нахожу «Весенние воды» Рахманинова. Еще в полях белеет снег. Ла-да-да-да-да-тай, ла-дай, та-да-да-да-та-тай, ла-да. Это одна песня. Они рядом. И я делаю микс, в котором Барышникова играет сначала, значит, прологом является цитата из революционного этюда. Потом мы поем «В душе весна» Яхина и переходим «Еще в полях белеет снег», «Весенние воды» Рахманинова. И это сразу показывает, что вот он наш Рахманинов, вот он наш Шопен, вот он наш Яхин, и они близнецы и братья. Потому что во всех точках мира, этого прекрасного и чудесного мира, люди рождаются и умирают одинаково. Улыбаются одинаково, любят одинаково. Но никто из них не выше. И вот мне кажется, что это настолько благая идея веселяться, весело и смешно, всем одинаково, и все хотят веселья. «Частушки микс» — это произведение, в котором «Это гидрина да гармончага и дабл сакельстанали. Серый камень, серый камень, серый камень, 5 пудов». И и они рядом, эти кантри, этот частушки и эта татарская песня. И это показывает опять нашу тождественность, равность, дружелюбие, равноправие и открытость друг для друга. Я очень люблю смешивать несмешиваемые жанры. Вот я, например, обожаю мультимедиа, всевозможные какие-то проекты. Я наткнулся, недавно гуляя в парке Горького, я попал на фестиваль какой-то мультимедиа. Я не знаю, как называется этот фестиваль. Но я в Берендеево царство попала. Вдруг парк Горького заблистал всевозможными какими-то трансляциями, заблистал какими-то огнями, какими-то, значит, лучами. И я поняла, я хочу вот здесь, Алтынчаш, чтобы мне Аида Гарифуллина, Абдразаков, Альбина Шагимуратова, понимаете, пели какие-то чарующие, чудесные наши татары, голоса, мировые звезды, которые, почему они украшают Венскую оперу. Я хочу вот зайти в парк и увидеть Алтынчаш, вот это царство, этот лес. Понимаете, и орю Алтынчаш хочу видеть вот в таких интерьерах. Я хочу слушать, я хочу, чтобы мои дети пришли и зашлись от красоты, мои внуки. Я хочу, чтобы они оперу никогда целиком не спетую Мансуром Музафарова Галия Бану, никогда не спетая. Мы очень много говорим слов. Золотой фонд, архив, архипамять, мы конференции создаем. Где послушать? Стесняюсь спросить. Вы представляете, моей подруге подарили Алису, и я говорю: Алиса, хочу слушать Жиганова. Сейчас для вас поет рэпер Джиган. До свидания, татарская классика. До свидания, золотой фонд, о котором мы успешно, вот я все время слышу, золотой фонд. Мы сохраняем золотой. Где золотой фонд? Хочу слышать. Почему родилась эта антология? Потому что у нас, если нет сейчас в пространстве Apple Music, Spotify и всяких платформах, до свидания, этого нет. До свидания.
Мы как татары, и татары всего мира лишены этого. Никто никогда не узнает, какую султан Габаши на стихи Тукая, в которой Тукай, который в свою очередь строфу Лермонтова использовал стихотворение «Вечерняя звезда», который в свою очередь и Лермонтов перевел Томаса Мура. Менә бит ничек кызык. Томас Мур, Лермонтов, Тукай, Габаши, я, Миляуша Таминдарова, Рушан Шайбеков, Государственный камерный хор Республики Татарстан. Видал, какой перпендикуляр? Бик кызык килеп чыга бит. Я считаю, что я так вписываюсь в мировой контент. Күрәсең шулай. Миләүшә ханым, шулай да шушы ноктада туктап сорыйсы килә. Чын музыка сезнең өчен нинди буласың? В которой есть правда. Дөрес. Когда ею живешь. Когда ты не врешь на конференциях и для телевизионного экрана. Я рассматривала свое портфолио. Я никого не уличаю во лжи, кроме самой себя. Я смотрю портфолио, меня сфотографировал, значит, очень талантливый мастер, и сделал мне, просто 123 тысячи буквально фотографий, значит, из которых я выбираю. Я вот смотрю, вот здесь я вру, здесь я артистничаю, здесь я что-то изображаю, здесь я пытаюсь какой-то красавец, который я не являюсь, прослыть. И выигрывают. Спасибо. Синдамира бик ушысы. Хотела бы такого взять. Вот. Я просто хочу сказать, что какие фотографии из этой сотни я выбрала, в которых я честная, в которые я узнаваемая, в которые я не вру, в которые я точно. Вот чем старше я становлюсь, тем меньше я хочу сказать самой себе «не ври» и сказать людям: ребята, король-то голый. Я вот иногда задумываюсь, а что, если бы мы вот провели один день, честности, например, да? Ведь честность — это не обязательно сказать, когда у человека прекрасные лучистые глаза и прыщ на носу, сказать: у тебя прыщ на носу. Нет, можно сказать: у тебя лучистые глаза, и то, и другое будет правдой. Но вот не лгать. Не говорить, когда, понимаешь, только потому, что человек выше тебя статусом, и вот заискивающе не улыбаться. Представляете, вот если бы мы вот такой день провели, когда мы могли бы правду сказать своему руководству, например, да, что нас вот заботит. Это же не обязательно, что надо обязательно ругаться, понимаете, и говорить. Можно же просто сказать честно, что ты хочешь. Вот как я сегодня вам говорю честно, что я хочу. Мен сезгә карап торам да, Миләүшә ханым, сез бик хисле кеше. Спасибо. Бик хисле кеше. Стараюсь. Ләкин әле күп тамашачы сезне белә башкаручы буларак та. Ул Моцартның реквиемы дисеңме, Гайденның Месса Терезиясы, ул сезнең дөнья буйлап санап китәм АКШ, Алмания, Швеция, Чехия сыман илләрдә гастрольләрдә йөрүләрегез. Дирижер һәм җырчы, аларның сәхнәдәге эмоциональ халәтләре төрлеме? Нет. Эмоциональный аспект, он всегда, и вообще суть профессии это всегда. Что бы ты ни делал, говоришь ты со сцены, поешь ты со сцены, двигаешься на сцене. Между прочим, вот я постарался все-таки хор создать такой, который через движение много осваивает. Вот мы с вами говорили о том, что тело учится. А как тело учится? Танец для меня. Я хочу песню танцевать. А однажды у Цискоридзе услышала: танец хочу спеть. Представляете, он хочет танцы петь, а я хочу песни танцевать. Ну, вот я просто хочу сказать, что, вы понимаете, через разные жанры, через разные, это не различное, это твое целостное просто отношение к жизни. Мало того, пение, оно состояние. Невозможно вот таким артистом великим быть, который вот, понимаешь, с низменными мыслями, и вдруг, понимаете, он осветился. Такого не бывает. Как правило, люди сразу чувствуют это. Вот как я на фотографиях, сразу чувствуют фальшь. Понимаете? Мои лучшие друзья – это Стас Михайлов и Моргенштерн. Можно сидеть их и ругать, а можно задаться вопросом, почему их сегодня любят?
Почему хотят это слушать? И я, как правило, доискиваюсь до сути. Что находит? Почему Стаса Михайлова 10 тысяч не жалко, понимаешь? А мы классические концерты там по 300, по 500 рублей, ну, иногда не можем продать. Это же не потому, что это искусство какое-то другое. Но здесь можно сказать, публика дура. Нет, публика умница. Она диктует законы. Сегодня она хочет услышать. Что она от Стаса Михайлова слышит? Идею. Ты не одна, я тебя люблю. Ты не одна. Ты, наверное, там где-то в своей жизни одна, но ты приходишь на КВ, и на эти 2 часа я люблю только тебя. И я только твой. Все, этой мысли достаточно, чтобы платить за нее 10 тысяч. Бу иллюзия 2 сағаттан бітті, хамалар үйлеріне қойдып бейтілер тағын ялғыз қатынлар болып. Это иллюзия. Бу бит бәқіт түгіл. Значит, мы, наши высокие шедевры, должны спеть так, чтобы сказать им: ребята, мы с вами. Мы с вами, мы вот этот Кич-Казан сейчас для вас споем. У вас есть история, у вас есть Тукай, который беспокоился там в 905 году о вас. Понимаете, он вам оттуда шлет, говорит: ребята, сохраняйте вот это. Какой месседж посылает Моргенштерн? Ребята, вы свободны, вы ничего никому не должны. Смысл в том, что нет смысла. Какой сладкий это! Не надо искать смысл, не надо читать Канта, понимаешь, и не надо читать переписку Вольтера с Екатериной. Не надо ничего читать. Смысл в том, что не надо, сидите, вот меня вам достаточно. Вот же в чем страшно. Это же очень легкий манкий путь. А ты можешь сказать, выйти и спеть: «Я свободен, словно птица мне». Почему мы не можем спеть это? «Кредо инунум деум, патрем омнипотентем». Тот же самый месседж. Вопрос ведь не в том, какие фонемы ты произносишь, понимаешь, что ты произносишь. Поэтому пение – это состояние. Какой я сам свободный, я то и транслирую. Такие будут люди в твоем зале. Қызық. Кіші біләні шейту ең ауыр сынау деген Хималай тауларына барып, ялғыздықта яшап қайтқан Будда монахы Ритханат Госвами. Сіздің үшін, Милеуша ханым, кіші біләні шейту сынау ма? Огромное счастье. Бәхет. Бәхет. Сізге бір нендейді ауырлығы жоқ, сынауы жоқ. Рәхәтләніп яшайсыз. Я люблю людей, я люблю их трудности, я люблю борение. Я знаю, что за каждым кризисом идет возрождение. Я люблю кризис, я люблю трудности. Вы знаете, потому что когда-то в момент очень тяжелый жизненный, мне попался тренинг Реми Блэкта. И он сказал: ой, как выйти из кризиса? Кризис – это дно монады. Дальше будет восхождение. Я все-таки оптимист вот по своей натуре. И оптимистично меня очаровывают люди. Я людей больше люблю. Музыка белән шөгыльләнергә кайчан соң дип исәпләнелә Милеуша ханым? Миңа инде соңмы? Юк инде. Юкмы? Дышать никогда не поздно, улыбаться никогда не поздно, радоваться жизни никогда не поздно, смотреть с восхищением на мир никогда не поздно. И если мы для себя принимаем решение, что пение – это состояние твоей души, то когда же поздно? Ты без состояния прожить не сможешь. Если ты в силах искать какое-то состояние, значит, нас утро встречает прохладой. Я хотела бы вопрос, который, наверное, я не домыслила, предостеречь наше общество татарское от одной очень серьезной проблемы – поиска национальных кадров. Вот я с ужасом обнаружила, что специалистов по хоровому пению, по моему жанру, я всегда, как современные слушатели, хорошие мне, топлю за национальное искусство и за хоровое искусство. Я всегда за хор. Почему хор? Я его не выделяю вот в какой-то отдельный, я считаю его первым жанром, потому что хор – это народ. Всегда. Хор народа из оперы Ивана Сусанина. Хор – это народ. Это, по сути дела, и есть общество. И поэтому, когда вдруг специалистов
национальных по хоровому искусству, которые знают, что такое татарская орфоэпия, ее законы, знают, что такое принцип сингармонизации, знают, что такое гласные переднего и заднего ряда. Понимаете? Ну, то есть специалисты, которые могут это еще воплотить в пение и в хоровое искусство, научить русскоговорящих людей более-менее пристойно произносить татарские слова. Таких специалистов на сегодняшний день, обладающие, значит, своими коллективами, с которыми они работают, 2 человека. 2 человека. Это не я, Сгараев, и я. Я имею в виду, ну, с каким-то ресурсом, понимаете, который может выдавать хоровой продукт. Ребята, берегите нас. Вот, то есть, если вдруг, Аллам Сакласын, нас не станет, я с ужасом думаю, кого найти. Вот я не знаю, знаете, я в Инстаграме делала обращение: ребята, приходите ко мне, я любое вот молодое дарование, которое хочет возиться с хором, понимаете, я сейчас дам ему возможность, я помогу, но они должны прийти ко мне уже с каким-то опытом хотя бы создания, хоть дуэта в своей жизни, понимаете? Ну, хоть что-то, хоть руководителей детских коллективов. Ну, вот чего-то пока нет. Пока нет. И меня это, как человека уже все-таки зрелого, меня это очень беспокоит. Кадр, который и язык понимал, и на татарскую культуру был нацелен, с хором умел работать, в нашем жанре на сегодняшний день их нет. Хорда шәхс булып оешуда жеңіл сұрау түгілдір Миләүшә ханым. Шын музыкант болу үшін хорда нендей сыйфатлар керек соң? Холық ныклыгы гына аңлашыла, холық керек инде. Это сложный жанр. Я вам сразу хочу сказать, что вот, может быть, я там, ну, говорю, петь никогда не, но профессионально петь, так, чтобы это убеждало, чтобы ты собирал публику в свои залы. Понимаешь? Потому что, когда, например, ну, на хоровой концерт приходит там 20 человек, это все коллеги вот из России, они сразу начинают: ой, мы хоровые абонементы закрываем, ой, хор не пользуется спросом. Ну вот, Аллах шикар, что мы все-таки вот создали такое-то, когда у нас и полные залы есть, и очень много сейчас вот стало поклонников. Вот мы приехали, Пушкинская карта, который, ну, сейчас очень трудный этот проект, который очень, я считаю, позитивный проект. Но он трудно раскручивается сейчас, трудно собрать людей. И вот мы приехали в Арск, там был битком. В Арске любители хора. Первый раз мы были в Арске. Мы уехали с оглушительным успехом. Публика вообще ни минуты не моя, от 14 до 21 года. Это не мой контингент абсолютно. Но включенные телефоны и поющие с нами вместе, и Туган-Як, и Миньяратам Сина Татарстан, понимаете, они пели всем залом. Вы приехали сюда на концерт потом, понимаете, вот я такие концерты выше всего ценю. Балаларны нинди музыкадан тәрбиелей башларга, музыка зәвыгны нинди жырдан тәрбиелей башларга? В любом формате музыку. Силком вводите на симфонические концерты, на хоровые концерты. Вместо того, что в проект «Голос» отдавайте ребенка в хор. Это я вам говорю. Он разовьется там и как солист, у него не будет никакого излома психики, он не будет сумасшедшим к 10 годам, я вам гарантирую. Как в сольных проектах, когда непосильная на ребенка нагрузка. Когда я в проекте «Голос» увидела ребенка, который рыдает, просто и мама плачет, и ребенок плачет, я просто, ну, к маме большой вопрос, она вообще, ее не стоит ли лишить материнства? Понимаете, ну что это такое? Как ты можешь доводить ребенка, если он у тебя психологически не готов к такой нагрузке, к такому батлу, к такому соревнованию? Ну что ты с ним делаешь-то? Я считаю, что нужно отдавать ребенка в хор. Не прогадайте, к талантливому руководителю, который не будет детям жилы рвать ради собственного успеха, заставлять их петь несвойственную для них музыку. Когда он будет беречь и нежить вот эту вот детскую психику, когда ребенок в удовольствии будет. Вот как он иногда, ребенок вырастает, ему включишь музыку, и он двигается, танцует, и он делает такие правильные движения. Это же сразу чувствуется, где выжимают из ребенка несвойственные краски.
Особенно, конечно, я предостерегаю руководителей эстрадных вокальных коллективов. Когда они хотят, чтобы дети, как Кипелов, понимаете, пели рок, ну что ты с ним хочешь сделать-то? Это до свидания связки, до свидания психика, до свидания все. Шулай да сезнең кайчанда булса бер башкарып, башка бүтән бер кайчанда башкармам дигән музыка әсәрегез булдымы, Миләүшә ханым? Нет такой музыки. Я не люблю петь к датам, когда меня какие-то даты заставляют. Почему-то удивительно. Я в юбилей Баха не хочу петь Баха. Biz indi тапшыруыбыздың ахырында блиц сораштыру әзерләдек сезнең өчен, Миләүшә ханым. Шулдан беренчесенә башлыйк әле. Музыкантлар көйне булай да кабатлаганнар һәм уйный беләләр икән, ни өчен дирижер таякчыгын селти? Чтобы создать музыкальное движение. Музыкаль хәрәкәт. Аңлашылды. Нинди сорау сезгә тынычлык бирми бүгенге көндә? Простятся ли мне мои грехи, которые я очень хорошо понимаю? Гөнаһ. Гөнаһ дип аңлашылды. Берәү дә ишетмәгәндә нинди җыр башкарасыз? Я не пою, мне стыдно признаться, но я не люблю музыку как фон и не люблю сопровождать музыкой что-то. Ведь... Я очень люблю тишину. Я никогда в машине не слушаю музыку. Я никогда просто так вот в свою не сотрясаю, потому что не люблю. Әгәр дә сез күзгә күренми торган булсагыз, кайсы музыкант артыннан күзәтер идегез? За Шаляпиным. Шаляпин. Потому что для меня это непонятный феномен. Вот трансцендентный. Табигатьне тыңларга яратасызмы? Не хочу вот соврать, что я в лес вот урманнарга чыгып, и вот, понимаете, у меня сердце заходится иногда. Оно может зайтись, и, знаете, рядом с помойкой во дворе, когда я просто небо увижу, понимаете? Ну, то есть оно не связано как-то с попаданием в какие-то конкретные условия. Оно с моим внутренним состоянием очень. А вместе с тем я очень люблю землю и плоды земли. Вот я люблю вот потрогать руками. Я люблю сад свой. Үзебез җитештермәгән килеш, без бәхетне сарыф итәргә хаклы түгел дигән танылган драматург Бернард Шоу. Миләүшә ханым, әйтегез әле, нәрсә ул бәхет? Ой, это очень сложный вопрос. Шуңа Это мгновение. Это какое-то мгновение. И чем больше таких мгновений, потому что все время я счастлив, ну, это только, ну, как сказать, нездоровый человек может так существовать. Но это мгновение. Ты открываешь, кто-то спел, ты сейчас, это, вот оно сиюминутное. Но все-таки я благодарна Всевышнему, особенно когда ты приходишь все-таки к каким-то взаимоотношениям, скажем так, вопросов веры, а каждый музыкант, он с вопросами веры тем или иным способом он связан. Все-таки очень много поводов для счастья. И иногда, когда даже несчастливым себя чувствуешь, сразу говоришь: Господи, ну пусть это вот только такое несчастье, Господи, спасибо Тебе, что вот это всего лишь такое вот сейчас, потому что завтра будет лучше. Әлбәттә, иртәгә бүгенгедән дә яхшырак булачак. Конечно. Әйдәгез, менә шушы позитив, шатлыклы ноктада тапшыруыбызны тәмамлап, бүген сезгә әңгәмәгә килүегезгә рәхмәтләребезне җиткерик әле, Миләүшә ханым. Рәхмәт сиңа, балам. Я удовольствие получила, потому что в этот день была очень честна и искренна. Бик зур рәхмәт сезгә. Шушындый матур очрашулар алга таба да насыйп булсын. Рәхмәт.
Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залына рәхмәтебезне белдерәбез. Аның эчендәге иҗат дәрте тагын бер 5 кешегә җитәрлек әле. Чынлап та Татарстан дәүләт камера хоры җитәкчесе Миләүшә Тәмимдарова бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә үзенең бар серләрен ачып салды дип белдек. Рәхмәт бүген аңа ачыктан-ачык әңгәмә бүләк иткәне өчен, сезгә әлбәттә безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.